31 мая, День памяти, одно из самых трагических страниц истории Казахстана, массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. Весь Казахстан превратился в своего рода огромную тюрьму, ведь за годы репрессий в созданные на территории нашей страны лагеря было сослано свыше 5 миллионов человек. В самой республике в период с 1921 по 1954 годы было осуждено 100 тысяч человек, а 25 тысяч из них были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. В 1928 году начались массовые аресты бывших деятелей Алаш-Орды, в первую очередь таких видных лидеров, как Дулатов, Жумабаев, Бокейханов, Байтурсынов, Дулатулы, Ермеков, Дусмухамедулы и многих других видных деятелей. Одним из основных и наиболее бесчеловечных механизмов репрессий стало направление осужденных в исправительно-трудовые лагеря. В 30-е эти лагеря начали действовать в полном режиме и до 60-х годов входили в состав единой структуры Главного управления лагерей и мест заключения, получившей зловещее название ГУЛАГ. Через лагеря ГУЛАГа прошло более 14 миллионов человек. История этих лагерей горькой солью въелась в саму память земли, на которой они стояли. На территории Казахстана находился один из самых крупных и страшных лагерей ГУЛАГа – Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, известный как Карлаг. Этот лагерь принял за все время своего существования более 1 миллиона заключенных. Решение о создании лагеря было принято в 1930 году. На территории будущего лагеря в то время находилось 4000 казахских юрт и 1200 дворов русских, немцев и украинцев. Началось принудительное выселение людей с обжитых местностей, которое совпало с раскулачиванием и конфискацией домашнего скота. Потери среди местного населения, пострадавшего в результате этого выселения, были огромны. Люди умирали в дороге, погибали от болезней и от голода, лишившись источников пропитания. Не менее печально известен и Акмолинский лагерь жен изменников Родины Алжир. Это был крупнейший советский женский лагерь. Через Алжир прошло около 20 тысяч осужденных женщин. Еще одним печально известным лагерем Казахстана стал степной лагерь Степлак. Здесь находились в основном политические заключенные, в нем постоянно находилось несколько тысяч заключенных. В начале 30-х годов Казахстан пережил одну из самых трагичных страниц своей истории – Великий голод. Несмотря на то, что голодомор в Казахстане считается частью общесоюзного голода, охватившего в этот период весь СССР, в связи с политикой насильственной коллективизации казахский народ пострадал от голода, как никакой другой. Голод 30-х годов принято иногда называть Голощекинским. В 1925-1927 годах известный большевистский руководитель Голощекин провел в Казахском крае так называемый Малый Октябрь. У людей отнимали скот, имущество и под конвоем милиции направляли в точки оседания, где люди просто умирали без средств к существованию. К 1933 году из 40 миллионов голов скота осталась примерно 1/10 часть. Казахский народ в результате постигшего республику голодомора понес тяжелейшие потери от голода и связанных с ним эпидемий, а также постоянно высокого уровня смертности. Казахи потеряли 2 миллиона 400 тысяч человек. Это 49% общей численности казахов в те годы. Пытаясь избежать тяжелой участи, многие казахские семьи пытались откочевать с территории республики. Только с начала 30-го года до середины 31-го года с территории Казахстана откочевало почти 300 тысяч хозяйств. Большая часть бежавшего от советской власти населения перебралась на территорию Китая, Ирана и Афганистана. Всего за пределы республики в годы голода откочевало более 1 миллиона человек, 670 тысяч из них безвозвратно. Голод 30-х годов разорил Казахстан, привел к невиданным жертвам и невосполнимым потерям. И вспоминая те годы, каждый житель Казахстана должен представлять себе масштабы этой трагедии и ее последствия для истории своей страны. Со второй половины 30-х годов стала проводиться политика насильственного переселения людей по этническому признаку, которая продолжалась до конца 40-х годов. Казахстан, по неволе его коренных жителей, превратился в сталинскую тюрьму народов разных национальностей. Депортации подвергались такие народы, как корейцы, поляки, немцы, армяне, турки, иранцы, калмыки, татары и многие другие.
Выжить репрессированным народам в те тяжелые и критические годы помогли сострадание и гуманизм простого казахского народа. Мы не должны забывать историю своей страны, своего народа. Мы должны помнить тех, кто стал жертвой политических репрессий и голодомора, чтить память, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась.